Каможаб Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 14. Монастырь Дашил-Хумбо. Часть 59. Представление Банченю. Я представлялся ему, или вернее получил от него благословение 11 октября. Еще ранее, 9 числа, я внес в дворцовое казначейство Банченя 5 ланов местных монет. На другой день было сообщено, чтобы мы пришли во дворец Ганчоблин 11 числа ранним утром. В назначенный день, в 8 часов утра, я со спутником и другими монгольскими богомольцами был уже у дворца Банченя. Нам сообщили, что время поклонения еще не пришло, а потому придется немного подождать. Обычно скучное время ожидания я посвятил осмотру дворца и сада. На северо-восточной стороне дворца, за внутренней оградой, стоит небольшой домик, где, как объяснили мне, живет мать Банченя. Действительно, через некоторое время из этого дома вышла хорошо одетая женщина с прислугой. Она, смотря на нас, стоящих у внешних ворот дворца, о чем-то объяснилась с сопровождавшей его женщиной посредством знаков пальцами и каких-то непонятных звуков, произносимых ею. Это была мать Банченя. Наконец, около 11 часов настало время поклонения. Нас впустили во внутренний двор, а затем ввели во дворец, во второй этаж, прямо в зал для аудиенции. Когда мы вошли туда, Банчен сидел уже на своем высоком троне в полном облачении желтошапочного иерарха, то есть в желтой мантии и желтой шапке зонховинского образца. По бокам, немного впереди трона, стояли 2 лам-прислужников. Боковые стороны залы были полны сидящими высшими ламами и светскими чиновниками в желтых халатах. Банчен выглядел почти отроком. Темноватое лицо его было широко в верхней части и очень узко в нижней. Глаза не особенно большие, нос также, лоб широкий. Нас подвели прямо к трону. Я был, понятно, первым, и мне последовательно подавали мандал, символическое изображение всего мира, статуэтку Будды, книгу и, наконец, субурган. Я же подавал эти вещи Банченю. Он едва дотрагивался до них и ставил в сторону. Мои товарищи подходили с подношением только ходаков и получали благословение. После этого началось угощение чаем и рисом точно так же, как описано выше при поклонении Далай-ламе, только Банчен не осведомлялся о нашем благополучном прибытии. После окончания чаепития мы сделали по 3 земных поклона и сели в ряд перед троном Банченя для выслушания учения. Он прочитал нам по книжке очень бегло и громко сочинение 3-го Банченя «Шамбале Монлам», что значит «благопожелание Шамбалы». Оно содержит молитву Банченю, чтобы он, когда будет предводительствовать буддистами в священной войне Шамбалы с еретиками, Лало, взял молящегося в число своих воинов. Лишь только он окончил чтение, нетерпеливые церемониймейстеры громко провозгласили «Уходите прочь!» и выпроводили нас, размахивая своими кнутами, производящими большую панику между богомольцами. Нам пришлось поспешно сбежать по этой узкой лестнице, по которой несколько минут назад мы поднимались с некоторым почетом.
Далее следует глава 15. Из Дашил-Хумбо в Лхасу. По прибытии в Дашил-Хумбо мы продали наших лошадей вследствие затруднительности приобретения корма и ухода за ними. Да к тому же одна из них из-за каменистого пути потеряла подковы и разбила ноги так сильно, что не годилась уже для езды до полного выздоровления. Когда же мы задумали посетить монастырь Сакьятского пандиты, который во время юаньской и минской династии в Китае играл первенствующую духовную и светскую роль в Тибете, то никак не могли найти наемных подвод. Монастырь этот, по рассказам очевидцев, находится на расстоянии 3-дневного пути на юго-запад от Шихадзе. Пандиты наследственны. Власть переходит от отца к сыну, так как высшие жрецы их секты женятся. Они считаются весьма искусными в подавлении несчастий, насылаемых злыми духами, а поэтому их иногда приглашают для совершения государственных гуримов, даже в Лхасе. На пути от Шихадзе к Сакьятскому монастырю, в верстах в 25 от первого, находится старинный монастырь Нартан, который славится типографскими досками 2 больших сборников сочинений, известных под названиями Ганжур и Данжур. Монастырь этот в настоящее время принадлежит Банчен-Ирдыни, которые и распоряжаются его имуществом. Пока мы тщетно разыскивали лошадей для поездки в вышеупомянутые монастыри, спутник мой начал хворать, и пришлось думать уже о возвращении в Лхасу. Тем более, что нам сообщили о запуганности жителей по пути туда, вследствие свирепствовавшей тогда по Тибету черной оспы. Принужденный возвратиться в Лхасу, я хотел проехать по другому пути, который лежит южнее совершенного нами, но при таком решении пришлось потратить много труда, чтобы отыскать наемных лошадей, и лишь счастливая случайность, встреча с погонщиками, прибывшими из Шихадзе, дала нам возможность нанять 2 лошадей до Джанце по 10 монет за каждую, то есть за плату, выше которой не могла идти даже жадность погонщиков. Мы наняли их без всяких разговоров и 20 октября оставили город Шихадзе. Путь наш лежал вверх по той же реке, при устье которой стоит этот город. Довольно широкая долина реки, весьма удобна для земледелия и поэтому достаточно населена. В верстах в 15 выше Шихадзе, при устье левобережной Пади, находится знаменитый в древности монастырь Шалу, в котором сохраняются, между прочим, типографские доски знаменитого писателя XIV века Будон Тамджаджанбы. После 5,5-часового движения мы пришли в деревню Чурин, длинная речка, и остановились на ночлег в доме наших возчиков, которые сопровождали нас пешими. 21 октября на сегодняшнем пути видели вдали на правом берегу реки Нянчу монастырь Кадан, который расположен очень красиво на отдельной горке. В верстах в 5 выше его встретили замок Байнацон, который я снял издали. Придя поздним вечером, мы ночевали подле небольшого Сакьятского монастыря. 22-го поднялись и двинулись в путь. В час ночи и к 7 утра пришли к каменному мосту через вышеупомянутую реку, устроенному подле монастыря Цичан. Еще через час достигли небольшого городка Джанцзе. Так называется, собственно, замок. Монастырь же носит имя Балхарчаэде.
Чжанцзе лежит на прямом пути от Лхасы в Индию и потому имеет довольно важное по торговле значение. Здесь, на высокой скалистой горке, стоит полуразрушенный замок старинных владельцев этой местности. Ныне же здание управления краем находится у южной подошвы скалы. Там же и квартиры гарнизонных солдат, кои собираются сюда через известные промежутки времени на смотры. Монастырь и город расположены на северо-западной стороне от замка. В замке я не был. Чучело диких яков и других зверей весьма обычны в преддвериях храмов, в особенности чоэджонов, богов-хранителей, так как эти божества, судя по изображениям, ездят на различнейших животных – яках, лошадях, мулах, на свиньях, собаках, козлах, львах и тому прочее. Помещая у храмов чучело животных, ламаиты как бы подносят божествам подводы, на которых они в случае нужды могли бы ехать. Собственно, монастырь обнесен высокими стенами из необожженного кирпича. Внутри стен самой главной достопримечательностью, без сомнения, является большой белый субурган, называемый многодверным гомон, находящийся в центре монастырских зданий. Каждая сторона его у основания имеет длину 22 сажени. Нижняя часть состоит из 5 этажей, имеющих по 20 дверей, ведущих в отдельные комнаты с расставленными в них статуями, преимущественно гневных божеств. Затем внутренние деревянные лестницы ведут в верхнюю часть субургана, где находится весьма чтимая статуя Вачиры-Дары. Направо от субургана, если смотреть на него с юга, находится Цокченский дуган, а налево – кумирня Цанхавы. Затем вокруг разбросаны отдельные дацаны числом до 18. Говорят, что в этом монастыре одинаково терпимы все секты тибетского буддизма, как то Сакья, Гелукпа, Ньинма, Карма и другие. Монахов здесь, по крайней мере, во время нашего посещения было очень немного, едва ли более 100 человек. Тотчас при выходе из южных ворот монастыря начинается светский городок, который ничего особенного не представляет и к тому же очень невелик. У этих ворот ежедневно происходит рыночная торговля, где выставляются те же товары, что и в Лхасе и Шихадзе, но Чжанцзе известен своими шерстяными и, главным образом, ковровыми изделиями. Ковры 2 родов – тибетские и обыкновенные. Тибетский ковер приготовляется из одноцветной шерсти, выкрашенной в коричневый, желтый, синий и зеленый цвета, а ткется узкими полосами, соединяемыми между собой простым пришиванием одной полосы к другой. Обыкновенными называют ковры из разноцветной шерсти с вытканными узорами. Они изготавливаются по китайским образцам, притом они гораздо прочнее китайских, хотя уступают им по изяществу отделки. Все изделия приготовляются из чистой овечьей шерсти и, по-видимому, тибетцы не знакомы с подмешиванием к шерсти других предельных волокон и вообще фальсификацией. Конец 59 части.